Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Слава Христу, мои дорогие радиослухачи. Сегодня среда, и снова сустракаемся с вами на хвалях Радіо Марія, каб далей разважать об аспекте плода Духа Святого, одном из аспектов, яким является радость. А перед тем, как мы распочнем катехезу, эти разважания, библейные разважания, ось, радше, такое библейное разважание, и помолимся с вами, как сапраўды, это радость Духа Святого, радость встречи с Паном Богом, радость Его, того, что Он близкий, то, что Он завсёды памятает о человеке, то, что Он подтримливает человека в разных ситуациях, как яна сапраўды пребывала в нас, и как мы сапраўды с вами сапраўды в этой радости были, как мы с вами в этой радости пребывали, как мы с вами в этой радости жили и делились этой радостью бытия с Паном Богом. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отец, просим Тебя во имя Иисуса Христа, наполни нас Твоим Духом, наполни нас Духом мудрости, Духом любови, Духом радости. Как мы сапраўды не толькі карысталіся Твоими дарами, якія мы атрымалі падчас сакрамента бежмывання, але таксама могли принести плод, приносить этот плод Духа, и как этот плод трывал не толькі тут, але таксама трывал вечности. Там Пане сам сказал про своего Сына, что будете мои учениками тогда, когда будете приносить плод. Научи нас быть Твоими учениками, научи нас ходить Твоими дорогами, Пане, научи нас сапраўды этой христианской радости, не глядячи на то, что нас сустракают разные тяжкости в житті. Как мы доходили до этого праз веру в то, что Ты близкий, то, что Ты есть, то, что Ты побач с нами, то, что Ты сапраўды памятаешь об тых, якіх Ты створил, то, что Ты даешь слово и николи его не порушаешь. Сегодня, Пане, в литургии и были слова из книги Бытия, коли Ты пообещал Ною, что николи уже не покараешь человека, николи не покараешь его ни потопом, ничем, только, Пане, будешь дейничать и будешь сапраўды с ним, и будешь таким близким, что нават Ты своего Сына отдал своего Сына, как наблизить человека до Тебе, как мы сапраўды могли радоваться вот им, то, что небо стоит отчиненное. А Тебе, Наисвятейшая Панна Мария, Богородица, та, якая приняла Слово, та, якая разважала это Слово, та, якая народила Иисуса Христа и принесла это Слово в свет, просим об заступництве, прошу Тебя заступництва за мяне и так само за всю справу, якую Тобі доручил Твой Сын, эту справу радио, каб яно сапраўды развивалось в нашей краине. И дякуючи этому радио могли больше и больше людей познавать Бога, який з'являється любов'ю, який з'являється криницей радости. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хотел бы еще с вами, прошлый раз мы размовляли с вами и разважали над текстами из книги Иова, из книги Екклезиаста, и хотел бы прошлый текст, який мы с вами разважали, кавалок этого тексту, прочитать, как сапраўды, крыху згадать. 11 раздел, прочитаю весь 11 раздел, вельми такий мудрый, Екклезиасту оголит, мудрый, да? «Отпускай хлеб твой по водам, потому что он по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облако будет полное, они
прольют на землю дождь, а если упадет древо на юг или на север, то оно там и останется, откуда упадет. Когда наблюдает ветер, кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облако, тому не жать. Когда ты не знаешь путей ветра, и тогда ты, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, которое делает все. Утром сей семя твое, вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачное, или то, или другое ровно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится и он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебе на суд. Удаляй печаль от сердца твоего и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета. Треба радуватися, треба справді бути, жити в этой радости Божией, или треба пам'ятати, що така радость, скажімо, та, яку пропонує гэты свет, вона минає, і треба пам'ятати, що ми завсёды ми станемо перед Паном Богом і откажемо. Мудрый Екклезіаст об этом пишет, і треба пам'ятати, що і дитинство, і юнацтво вельми хутка минають. Да. Екклезіаст сказав, що марність, все марність. Да. Наше життя, як написано в 90-м псалмі, воно то так само, як трава. Да. Вона хутка минає. І ми, чоловік, скажем, собирает богатство только тоді, коли він багатіє в Пану Богу, так сказав Ісус Христос. І це, правда, треба пам'ятати. Треба жити в цій радості, але в радості Божій, радості, якою Бог дає чоловіку, якою він спосилає. Это не значит то, что, скажем, наше сердце завсёды повинно быть открытое, отчиненное, открытое на надеяние Пана Бога. И то, что мы чиним, просто это треба чинить для Пана Бога и с Паном Богом. Да. Вот. В радости робить ту самую молитву и не забываться, да, каждый день молиться. И Святой Павел пишет: завсёды молитесь, каждый день, завсёды пребывайте в молитве, да, неустанно молитесь. В послании до Тессалоничан пишет 5:17: «Эта молитва соправды доставляла, приносила радость, или те удел в сакраментах». Треба пам'ятати, що Бог дав ці дари нам такі. Я вже казав від початку, як ми почали розважати об сакраментах, що це дар такої ласки, яку ми не бачимо, про знаки. Пан Бог дає такі знаки, які ми бачимо, да, і розважаємося зараз об сакраменті конфірмації, притягуємо то, що і Він дає, да, в день Духа Святого. Треба користатися і це правда з дара Євхаристії. Костел нам каже стільки, но не тільки, але приймаємо всі раз в год сповідатися і приймаємо всі раз в год приймати Святую Комунію. Але Пан Бог нас запрошує кожен день приймати Святую Комунію, коли чоловік може так само сповідатися частей. І пам'ятати об сакраменті святарства тим, хто його має, і то, що это дар, это, там, скажем, это дар от Пана Бога, это дар не мой дар, да, я не заслужил ничем, Пан Бог покликал, так само дар суженства, как все это заправді переживать в радости. А? Мудрый Екклезіаст потом каже, да? Что только знаешь, что за все, что это Бог приведет тебя на суд. То, что мы переживаем, те даремные мы зробили, те добрые мы зробили, те совсем мы это откажем. Але не бояться, не полохаться, потому что Бог милосердный или милосердный,
справедливий, тому на землі треба жити кожен день якби апошній, да, тому що ніхто не ведає, що буде завтра. Мы уже об этом и в текстах разных читали, что будет завтра. Пана Бога завсёды і сёння. Да. Сёння Пан Бог чоловіка любить, сьогодні треба радуватися в Пана Богі. Сьогодні треба жити по-Божому. Ну, от, коли б ведав, що завтра вже не буде, як би сказати, що завтра вже тебе не буде. Ну, так ёсць, это вельмі добра, вельмі патрэбна, так, скажем, Бог хоче, каб мы так жили. Мы сегодня с вами поразважаем еще над іншими текстами. Есть такая книга «Песни Соломонов», да. И эта песня, эта книга переписанная, когда мы прочитаем, мы так будем читать, скажем, человек читает это об относинах дівчини і хлопця, да, жениха і невеста, але і вельмі шмат лицов костюла кажуть, ви там бачите, і це правда, це відносини Пана Ісуса Христа зі своєю невестою, з костюлом. Тому мы христиане, но вот некоторые, ну, скажем, такие школы, там, так само и у гебреев кажут, что это в этих можно не надаремно, это книга библійна, вона стоїть в Біблії, это так само можна побачити відносини Ізраїля і Пана Бога. Да? І у самому прологі так написано, здесь тут в 4 верше: «Влеки меня, и мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Да, радоваться. Король наш, тут заявляется володаром Пан Бог, да, и это комната, и он, и это небо. Тут, кажет, пишет о невесте, да, или мы повинны, мы так само заявляемся невестой, невеста, и это костел является невестой Иисуса Христа, и мы повинны радоваться тем, что бежать за Ним, да, лететь за Ним, открывать свое сердце и идти, как сапраўды досягнуть того, что Он нам подрихтовал, того, что Он нам дал, да, и то, что Он нам открывает в том, что, скажем, своей любови, своей милосердности, своем, скажем, своей присутности. И так само здесь в песні може об радості нема там слова такого, але есть, ну, слово, яке кажуть о любові Божій, да, любові, то, що, скажем, таке, яка моцна. Ось, и любовь, она мощнейшая за смерть, да? Или любовь и смерть, любовь. Такой у нас любовью Пан Бог любит. И тому попросту Бог хоче, щоб ми справді опинулись в этой любови. Эта невеста, кажет, такой 8 раздел, 6 и 6 далее. «Положи мне, как печать на сердце твоем, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, лютая, как преисподняя ревность, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Мощнейшее, да, поглядите, Пан Бог отдал своего сына, и он пошел на смерть, да. И тут, как бы, скажем, то, что Бог любит нас, и на моцное, да, в смерти у Иисуса Христа выразилась любовь до Пана Бога, а так само про эту печатку, то что тут в этой книге написано, сакрамент пізнавання, мы отрымліваем такой характер, печатку в этом сакраменте, и она незнішчальная, так само, как в сакраменте хрусту. И положи меня как печать на сердце твое, да, как печатка это Бога на твоем сердце. И это моц своей любові, якої смерть не знищила, ні води не можуть її знищити, нічого так, да? І тільки Бог, скажем, має таку любов. І ні за які не купиш її, ні за які гроші, ні за які багатців світу. Це правда любов, Божа любов, вона даром, да? Бог любить чоловіка даром, Бог дає чоловіку, скажем, он дал человеку життя даром, мы ничего за это не платили, да, мы не заплатили, не можем ничего заплатить за наше откупление, да, наше избавление. Иисус Христос отдал свое життя, Он отдал. И тому вельми важно пам'ятати об этом, пам'ятати о том, что это великая радость. Коли человек верит в это правду, соправды, и знову вертаюся до того, что заявляется, скажем, то, что Бог нам дає, віра – это ласка, да, і ми ласкою то можемо отримати. І через віру ми можемо справді отримувати те, о чому не тільки Пан Бог нам хоче дати. Да, і коли ми читаємо Святое Писання, коли ми розважаємо, удільничаємо в сакраментах, то справді Бог дає це, да, і знову це дає нам даром і и все богатство дома, если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут и с презрением. Не можем купить любови, не можем купить радости. Я уже несколько раз эту притчу рассказывал, не буду повторять, что за радости этого света треба платить, или радость Божия, она даром. Дається даром, ми нічого не можемо. Пана Бога, він самодостатковий, він з'являється багатим, нічим не можемо купити. Тільки серце Богом, скажімо, воно відкрите, коли наше серце відкрите на його діяння, да, коли в моєму серці є віра, яка діянче любов'ю, да, і любов ненадаремна, це перший із аспектів Духа Святого, і любов, вона справді приводить до радості. Іменно це книга «Песни», она показывает любовь поміж хлопцем и девчиной, эти невестой и женихом, але все розповторяє поміж Паном Богом і Костьолом, з Ісусом Христом, як женихом і Костьолом, який любить свій Костьол, який віддав своє життя, який віддає своє життя за Костьол. Да? Ненадаремно, скажу, тим будемо більше глибше розмовляти, в Евангелии поводле Святого Иоанна каже, что в 15 разделе, что нема большей, скажем, любові, хто віддає своє життя за сябров своїх. Бог нас учинил своими сябрами, да? Бог зробив нас своими сябрами, и мы можем быть его сябрами. И в этом вельми великая радость, что это сябровство, оно за даром, да? Пан Бог дал человеку вольную волю, Пан Бог дал, скажем, человеку вольную волю и то, что он, человек может принять или может и не принять это, может, скажем, откинуть все это, да. Тому справді Бог хоче, щоб ми це приймали все. Бог хоче, щоб ми справді більше
злучаліся з ім, да, злучаліся ім праз веру. І тады, калі чалавек это не робіць з прымуса, з якогось страху, мы ўжо ў страхе боязні Божай размаўлялі з вами, да, это не тое, што страх баязні. Там, на жаль, вельмі шмат людзей чынят штосьці, ну, так, за страху пакарання. І паглядзіце, ну, калі зайдзеш в касцёл, да, эти смутныя твары сидят, і попросту людзі пакутаваць трэба, да, вось, она вот, ну, радость это не значит, что там буду скакать по всему костелу и так далее. Там, да, там. Не, радость это внутренняя, по вачу можно убачить, скажем, як в очи радуются, як твар, скажем, есть на тваре, это радость написана, да, люди приходят со страху, что боятся на покарание, что Пан Бог покарает. Чему ходишь в костел в неделю? Тому что Пан Бог покарает, коли не буду ходить. Так есть, как кажут, да. Не тому, что я хочу сустрэцца с ним. И то, что, скажем, неделя — это день панский, то, что Иисус Христос воскрес, что мы есть день воскресения, что я могу сустрэцца с ним в условии в сакраменте в неделю, да, тому, что покараете. Молишься, молюсь, чему? Как не буду молиться, Пан Бог покарает. Да? Опять снова это встреча такое споткание, можно сказать, что с Богом живым. Кожная молитва, я уже об этом разважали, и повторюсь, что каждая молитва — это размова, да, это и повинна быть свідомість, что я стою перед обличием Пана Бога, не того, які такі грозні, там, глядіть на тебе з такими, з-под брові таких, там, а там не зробив щось, там, да, там, то покарає. Ні. Бог хоче, щоб ми справді молитва, зустріча, воно приносила радість. Різні речі, да, доброчинні якісь речі, це там заховання заповідей. О заповідях ще будемо розмовляти, поки будемо розмовляти з вами о сакраменті покути. Ось будемо рахунку сумлення розмовляти, і він зв'язаний там просто так само з заповідями, да, з різними. Але Бог не хоче, щоб ми за страху ці заповіді виконували, да. Бог хоче, щоб чоловік з радістю це виконував. І то, що вельми часто люди кажуть, а немагчыма гэтага зрабіць, да. Паглядзіце, што дзеецца, ну, як не включиш телевізор, ці десь там, то каких сериал, то есть так, ну, то гроши и секс, да, и люди думают, что это такое життя. И вельми часто можна в костюлі там бачити, так, ну, раней там може бути ранее, зараз ні, так, зараз ні. Это уже не актуально, зараз все так живут там, да, и человек, ну, боится с одного боку, а з другого боку попросту, скажем, живе, як жив, да, і потім знову, коли чоловік грішить, то страх приходить. Поглядите, не так давно мы читали, это розпочали мы книгу «Буття» читать, коли Адам сховался от Пана Бога, коли они не съели этот плод, да, и Пан Бог, он ведал, что Адам где есть, да, где он есть, Пан Бог все видит, или закликал Адам, Адам, где ты? Он покликал его так, и Адам, где ты? Пане Боже, твой голос почул я в рае и сполохался, потому что я нагий. Кто тебе сказал, что ты нагий? Ты не ел ты с древа познания добра и зла, да? Адам сховался, Адам начал ховаться, человек начал ховаться от Бога, да? Он не выбег с радостью на встречу Пану Богу. Пане Боже, дякую тебе, что ты меня сотворил, дякую за твою супольность, что ты могу быть в этом рае. Он сховался, потому что не послухав, не виконав ту першу заповідь, яку Пан Бог дав, кажучи йому, що не ешьте з дерева познання добра і зла, бо ви помрете. И так есть, на жаль, с человеком, бо человек не переживает этой радости только со страха, альбо там лечит, что это заповіді, наприклад, якоїсь там нагрузка такая, когда там что человек там это связывает его свободу, его вольность и так далее. Это такое, видите, такое дьявольское, скажем, то, что
делал такой дьявольский подман, что человек, и он, человек, живе в этом подмане, и сатана подманывает человека. Это не то, что я там не свободный. Именно из этого такая великая радость, что человек можно и нельзя, или там хочу и не хочу. Вот это выбор, да, такая радость выбора, что я свободный, я выбираю, что я хочу жить с Паном Богом. Я хочу выполнять эти заповеди, там, молиться, удельничать в сакраментах, да помогать иншим, читать Библию и так далее. Не от того, что это примус какой-то, а просто я хочу. Я не роблю не того, что это нельзя, я не хочу этого робить, потому что, еще раз, со страхом человек, який, скажімо, невольник страху, да, раб греху, так Ісус Христос сказав, кожний, яка того радость именно ось это и есть там Бог дає даром, как мы жили, просто правды в этой радости. Наступная книга, яка я хотел бы с вами поразмовлять, мы уже з ней сустракалися, коли розважали с вами о даре премудрости, о даре мудрости. Это книга на приповістів Соломона. Ось вельми шмат тут так само радості написано. І радость, она така, тут, скажімо, цікаві різні речі. Там, чому чоловік радується, і що він повинен, як він там живе. Видите, скажем, есть радость Божия, есть радость такая, свет, радость этого света, и предостерегая. Другой раздел книги приповести, он предостерегая, пишет Соломон так, я спочатку прочитаю. «Сын мой, если ты принимаешь слово мое и сохраняешь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным и мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебро, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь, что страх Господень, и найдешь познание Бога». Я уже казала, да, боязни Божией. «Ибо Господь дает мудрости из уст его, и знание, и разум. Он сохраняет для праведных спасения, Он щит для ходящих непорочно». Об этом я перед хвилиной сказал уже, да. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякое добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, кто оставляет стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, и от тех, кто радуется, делая зло, восхищается злым развратом, которых пути кривые, тому, которых блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от... предостерегает, да, человек мудрый, человек живет такой в мудрости Божией, у которого есть разум, да, мы говорили об этом, то, что это разум Бог дает. Он не радуется, делая зло, да, зло завсюду, скажем, радуется, делая, коли он чинит добро, коли он открывает свое сердце на день Божие, коли живет с Паном Богом. Євангелія на наступну неділю, Євангелія Павла Святого Луки, Пан Ісус предостерігає від этого, да, от помсти, как любить ворогов своих. Он каже, как мы, у нас не было у нас ненависти, как мы молились за тех, кто нас гонит. И такая христиане этому радовались, да, христиане этому радовались, то, что их преследовали за веру.
паглядзіце ці апостол, ці іншыя вось такія тэксты, напрыклад, з гісторыі зайцоў касцёла, з такіх историй костела, радости, да, предостерегает от того, что не радоваться злу, да, кому чиним зло. Да. Зло, оно завсёды грех, он приносит смуток. Это радость такая, это не Божья радость, это псевдо, можно сказать, псевдорадость такая, да, и предостерегает об этом, дабы спасти тебя от пути злого, да, человека, говорящего, Пан Бог хочет избавить и от тех, которые оставляют стези прямыми, чтобы хотеть путями кривыми, да, путями тьмы, и тех, которые радуются, делая зло, восхищаясь восхищается злым развратом, которых путы крови, и которые блуждают на стезях своих. Бог хочет избавить нас от этой псевдорадости, так скажем, позбавить, дать нам заправную радость влить, как мы ходили простыми дорогами, как человек не ходил во тьме, да, не жил во тьме. А когда человек сидит в тембре, что это за радость такая, да? Человек не может в тембре жить. И когда человек грешит, чинит грех, ці, наприклад, украде щось, якесь злочинство зробить, то він поховається, то він боїться, яка радость, да, і радость там может, скажем, то, что поживе там криху, да, если там уживаючи, скажем, доброты того свету, это, скажем, радость такая, в кавычках можно сказать, что она приводит, да, к смерти, да, она ничего доброго не приводит. 8 раздел книги «Приповестей Соломона». Еще ранее, это с 31 верша, а еще ранее прочитаю его про Пана Бога. Когда он уговаривал небеса, я была там, это о мудрости. Когда он проводил круговую черту по лице бездны. Когда утверждал вверху облака, когда управлял источником бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали, переделав его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его и во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими, как дети, и так, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Мудрости. Да, это тот 8 раздел кажет нам о мудрости. Когда Пан Бог створал землю, когда Пан Бог сотворил, то он мудрости, да, мудростью Божией. В Новом заповете мудростью Божией заявляется Пан Иисус, да, и когда мы гортаем сторонки Святого Писания, то поглядим первые родки Евангелия поводле Святого Иоанна, что Слово было у Бога, и Слово было Богом. Да. Про Него все сталося, про Него ничего не сталося. Святой Павел в послании до Колоссянов пишет, что им и для Него все створено, там Пана Бога, да, мудростью Божией, Словом Божьим. И Он был, Иисус Христос был, эта мудрость Божия, она была завсёды, есть. Это ось попросту він з'являється, та мудрість Божия з'являється мостаком, да, мостаком, і Сын з'являється радостью, границей, радостью перед тваром Отца, але то, что веселясь на земном кругу Его, да, Пана Бога, и радость моя была с сынами человеческими. Радость, соправдная Божия радость, когда Пан Бог створил
чалавека, калі пан Бог стварыў гэты сусвет, мы уже размаўлялі об этом, да, он сам радаваўся Адам, калі убачыў Еву. І радаваўся чалавек, Адам і Ева не радавались, калі не былі пры пану Богу, калі они сапраўды былі з панам Богом, калі яны жылі, да, для того пан Бог стварыў чалавека, для супольнасці з сабой, как пан Бог, человек его прославлял, хвалил пана Бога. И в этом великая радость. И такая премудрость, это мудрость книги. «И веселясь на земле к кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Да? Книга «Припастил» Соломона, 8 раздел, 30-31. То, что мудрость является мостаком, да, и поглядите, человек створенный на образ и подобенство Божие, и Иисус Христос пришел в этот свет, как это такой физичный способ выразить это подобенство, да, он стал со человеком. Так Бог полюбил свет, что дал своего Сына одиного, да, как каждый, кто в Его верит, не сгинул, или имел життя вечное, дал. Как это радость оправды, коли Пан Бог створил, или как бы радость вернулась для человека, как мы сапраўды вернулась, и как мы глядели на это створение, на этот суд Божий, який Пан Бог створил, или скажем, про Иисуса Христа, в Иисусе Христе, да, и только такая тогда будет, таким, скажем, выпадку будет такая радость соправдная. Далее, что 10 раздел книги приповестей, да, он есть первый вірш притчи Соломона. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчает его для матери. Он не доставляет пользы сокровища, неправедная правда же избавляет от смерти». Мудрый сын радует отца. Тут можно из разных боков подойти, да, человек мудрый радует Бога, когда человек живет в мудрости Божией, и он радует Пана Бога, але так само мудрый человек. Поглядите, сколько несчастья, як дети по глупости, десь по своему глупству щось роблять, да, і скільки болі. Я розмовляю і ось з цим. В большинстве, конечно, мати приходять там на просяча молитву за своїх дітей. Батьки так само, батьки так само приходять, але більшість маті. І який боль чуєш в тих людях, да? А яка радість, наприклад, у людей, які не радуються, що ой, діти такі добрі, діти учаться, діти навчаються, в костел ходять, живуть там, шлюб мають, там такі добрі внуки і так далі, да, виховують так добре, об нас клопотяться. Сын мудрый радует отца, да. Не значит, і маті так само. І тут вельми, скажем, добре було, как пам'ятати об этом, да. Как пам'ятати, знову 4 заповіді, да, шануй батька свою маті свою, как жить, да, как ти жить. І чоловіком можем шанувати тільки, коли будем сапраўды мудрыми будем. И это шацунок до своих батьков, он радует. Коли мы живем в мудрости Божией, но Слово Божие, заповеди эти, это мудрость такая Божия. Коли мы живем в этой мудрости Божией, и снова человек не может сам этого учинить и зробить, але только в Иисусе Христе. Иисус Христос дозволяє нам. Иисус Христос переменяє наше життя, и переменяє наши діяння, и переменяє наше серце, наше заховання, да, коли Ісуса Христа ставиш на перше місце у всіх, скажімо, в своїх галинах свого життя, і справді це буде велика радість. Велика радість для батьків, але так само велика радість для дітей, то що є такі батьки, які є.
за вельмі шмат сваіх сведчанняў казаў, да, у меня не проста было в сям'і. Тата ўжываў алкаголь, дома былі скандалы якісь там і сваркі і іншыя рэчы, але потом тата навернулся до Пана Бога, і для мяне это так была такая вялікая радасць. Я пагляджу на сённяшняе, такое з пункту сённяшняга, з пункту гледжання, я гляджу, што дзякуй Пану Богу, што ўвогуле у меня был тата, і ён быў такім, які ён быў, да, і ён, это мой тата быў, і Бог мне такого даў. І сапраўды для мяне было вялікай радасцю. Вось што тата навернулся. Былі праблемы, калі я навернулся, тата там, і былі у нас сваркі зноў, але я потом бачыў, калі я прыязджаў уже дома не жыў, мы был так, ездзіў на был таких в миссионерской такой группе, мы ездили на евангелизацию в Казахстан, и в Россию, и в Польшу мы, и там, и в Италию, и в іншыя месцы. Вось я потом, калі додому приїжджав, як уже тата по навертанню, як у нього я бачив про його розмові, як він радувався. І коли я приїжджав, коли я з ним розмовляли, це було, ось мама, на жаль, мама у мене померла раніше, ось, але сапраўды дзеці, якія жывуць там добра з Богам, да, і приносять радасці вельмі шмат, мудра жывуць шмат радасці сваім бацькам. 28 верш того же самого, да. Угу. 27-28. Страх Господень прибавляет дней, лето же нечестивых сокращается. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня его, непорочного и страх для делающих беззакония. Да? Ожидание праведников — радость. То, что мы, когда мы живем в справедливости, праведности — это радость. А дорога неправедного, да, страх для той, які живуть неправильно, то страх ніякої радості нема. Да? І Бог хоче, щоб ми жили, да? Щоб ми жили по Його законам, тому що ожидання праведників, да? Коли ми чекаємо того, що буде нам, да? Ну, чекання прийстя Пана Єсуса, ці зустрічі з Богом, то не значить, що я, ну, или хтось там, християне якісь там, ну, пойдут, потягник там кинуться, щоб зустрітися з Паном Богом. Ні, це гріх, але чоловік, сапраўды, коли чоловік живе по-божому, то є така прага неба, да, у серці, да. И это небо, оно живет в сердце, и прага неба такая, это чекание, оно такое радостное, адвент. Мы разговаривали с вами об адвенте. Час радостного чекания на прийстя Пана Бога, это не значит, что мы повинны скакать, да, читание дає там Бог, про костюл, ось дає такі читання, где кажется радость, але з другого боку костюл нам каже, щоб ми забавушек не робили, да, каб мы не удельничали в этих забавах, там, дискотеках, інших якихось речах. Это чекання, этот адвент, прийстя, это, да, ну, ось, ну, радостное, да, и книга приповести нам об этом каже, что это такая, ну, это вельми великая радость у человека в його житті. Ось, наступний текст, 12 розділ з книги приповістів. 12 розділ, 20 вірш. Уста праведные вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, а радость у миротворцев. Не приключается праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость перед Господом уста лживая, говорящая истину благоугодно Ему. Поглядите, радость у миротворцев. Коли мы
живем в супокое. Зноў предастерегае мудрый Саламон, предастерегае, каб мы не жили, каб наши вусны казали правду, каб мы жили в правде. И этой правдой является Пан Иисус, да, Пан Иисус и Дух правды, да, Он сам сказал, мы размовляем с вами в сакраменте бежбывания. Коли придет Дух правды, Он научит вас всякой правде, Пан Иисус сказал, да, и Он праз Его там, и Он сам говорит, что я правда и життя, я дорога, правда и життя. И можем, человек повинен жить, да, в этой правде, мы живем в этой правде. Человек, просто треба пильновать все, что мы кажем. И можно это можно зробить. И знову же это для Бога с Богом. И эта радость соправды, она на радость того, что, скажем, человек пребывает, да, радостью миротворца в мире, с упокой будем наступный аспект плода Духа Святого размовлять. Але коли человек, скажем, живет с Паном Богом, то он радуется, да, там радость, она такая, правдная радость. Я вам пропоную прочитать, калі ласка, прочитайте эту книгу приповестей, да, вельмі шмат текстов розных, вельмі шмат об радости в этой книге есть, и эта радость такая, життя в правде, життя с Богом. На этом хотел бы закончить сегодня разважание книги приповестей, да, наступный раз мы размовляем с вами о радости в псалмах, это такое, скарб, столько там разных. Сами псалмы — это песни такие, это гимны, якими хвалили Пана Бога, ці просили у Пана Бога, в них поразважаем ось наступным разом. Але потом, скажем, еще в радости в новом заповете докранемся, и так уже на пошлине катехеза радости будет такое, скажем, подсумуем все то, что это дает радость. Дякуем за то, что вы были тут з Радіо Марія. Згадую вам, что Радіо Марія атрымліваецца з ахвяр ваших, там можна знайсці, як дапамогчы Радіо Марія, ці это на сайце Радіо Марія, ці в группе ВКонтакте, ці в Фейсбуку. А вас запрашаю всех, кто может. 4-я суббота у нас подыходит в нашей парафии Богородицы опекунки семьи в Ждановичах. Кожная 4-я суббота есть молитва заступницкая, это молитва о ваших потребах. И Бог чинит цуды, Бог чинит соправды разные цуды. Там в эту субботу, 23-го, запрошаю вас в 19 годин на такую святую мшу с молитвой заступницкой в ваших потребах. Городок Ждановича, улица Ленина, 1. А так само 26-го у нас в нашей парафии есть молитва «Тверезость». Коли ласка, досылайте свои интенции на Радіо Марія. Будем молиться, потому что это вельми великая такая беда, да, вельми, и сапраўды зноў такая радость, коли человек выходит з этого стану алкоголизма и живет человек в тверезости. Нехай Пан Бог благословляє, Маті Божа отримає свої опіки. Амин. Катехеза з князом Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.